Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, какой будет новая глава в вашей жизни. Если вам эта тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения и не забудьте спросить, когда начнется эта новая глава, что в себе несет, какой она будет, что вас ждет. Вот все, что вас беспокоит, все, что интересует, все спросите. Пока вы настраиваетесь, давайте я подготовлю песок. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, а у кого-то новая глава начинается прямо сейчас, в эти самые дни. Многие уже это чувствуют, а другие лишь только в ожидании находятся. Но смотрите, изменения уже пошли, движение началось, застой потихонечку начинает уходить. Уже, знаете, какие-то проблески там возможностей, надежд. Вот в воздухе прям собирается такая энергия, вот теплая, добрая, энергия перемен. У вас, кстати, сны начали меняться. Возможно, вы во снах что-то видите, да, сны стали более ярче, либо как бы такие более многообещающие, картинки там вот интересненькие, вы не понимаете, что это значит, а почему вам это снится. Я вижу, что к вам начинают тянуться энергии тех, кто вас окружает. Вот люди начинают вами интересоваться, кто-то что-то предлагает, кто-то наоборот, вот как идет на сближение, вот. Там, если раньше человек, там, сосед, допустим, на вас никакого внимания не обращал, теперь у человека начинает с вами там здороваться, какие-то разговоры там вести. Пусть это ни о чем, но тем не менее, вот внимание к вашей персоне начинается. Смотрите, мои хорошие, кто-то из вас трагедию пережил, я это вижу. И вас эта трагедия не отпускает только лишь потому, что у вас есть вопрос, почему, за что это было в моей жизни. Вот у кого-то прям действительно потеря была, потеря вот близкого человека, кто-то пережил, это просто страшно, а кто-то какой-то очень затяжной период в своей жизни, вот мрака, просто ада и мрака пережил. И вроде как бы, да, жизнь улучшается, начинает меняться, вы это понимаете, но вас вот эта история прошлого, трагичная история, она не отпускает. Вопрос, от чего и почему? Я сейчас отвечу всем и сразу. Только я не уверена, что все прям смогут понять здесь и сейчас. Возможно, вы поймете немножко позже, о чем я говорила. У вас был критический период. У кого-то это был острый пик. Да, вот так события вот одно на одно наложилось. А у кого-то был период жуткой трансформации. Просто жутчайший, когда менялось все. Вот, ну, представьте, да, человека взяли и вот поломали его, вот прям, не знаю, подробили там на много-много частей. И заново как будто бы собрали, как пазл. Но сейчас человек более совершенный выходит, более совершенный. Вот раньше, может быть, какие-то недостатки были, какие-то там внешние, внутренние, неважно что. Сейчас вы становитесь гораздо сильнее. Что это было? Это была подготовка, либо, знаете, как обучение, закалка, может быть, да, для вашей новой жизни, для вашего обновления. Кому-то вообще идет как перерождение, вот прям перерождение во всех смыслах слова. То, что было, это было в плане высших сил на вас. То есть без той ужасной ситуации, либо тех ужасных лет, которые вы пережили, вы не смогли бы войти в новую жизнь. Вы не были бы готовы ни морально, ни физически. Вот то, что было, примите как должное и
отпустить эту ситуацию. Пока вот этот вопрос, он в вашей голове, ну поверьте, вы себя блокируете. Придет время, когда вы действительно вот поймете вот все те слова, которые я вам сказала. Вот каждое слово поймете. И еще вы поймете, насколько мудры высшие силы. Вот как они вас подготовили, как они вас прокачали, как они вас, скажем так, ну вот одели вот в доспехи, да, вот чтобы вы были готовы к самому важному бою в вашей жизни. Какой будет новая глава? Ваша новая глава — это действительно победоносное какое-то сражение. Вы будете бороться со всем и вся. Вы будете бороться не за кого-то, не за что-то, а за себя, за свое будущее, за будущее своих детей, за свой род. Вам выпало очень тяжелое бремя, но оно и самое лучшее. Опять же, да, я думаю, многие не понимают, о чем я говорю, но всему свое время. Вот то, что я вам говорю, опережает события. Я вас просто подготавливаю, так подвожу, да, подвожу. И когда вы с этим столкнетесь, вам все станет ясно. Вы будете понимать, что вам делать, как вам делать. Не будет страхов, не будет сомнений. Вы будете уверены в себе и будете идти действительно напролом к своей победе. Смотрите, здесь у меня человек мечом, да, прокладывает себе путь, отсекая голову дракона. Вот что-то такое страшное, да, вы отсекаете эту голову. Это какая-то, ну, скажем так, самая громкая победа в вашей жизни. Этот бой, не бойтесь этого, не бойтесь, вообще не бойтесь, вы готовы, вы более чем готовы. Это то, что вас возвысит, это то, что вас, не знаю, прославит, обогатит вас. Благодаря вот этому бою, благодаря этому сражению, этой победе, вы полностью обновитесь. Вот что к вам идет, такая глава. Вам, еще раз говорю, нечего бояться, вам не за что опасаться. Здесь вам вот прям подготовили, вот все вас подготовили, все вам подготовили. И всегда помните эти слова. Тяжело в учении, легко в бою. Это ваша ситуация, ваша. Кто-то столкнется со своими страхами, кто-то столкнется со своими комплексами, кто-то столкнется с действительно не очень порядочными людьми. Но вы победите. Здесь никаких сомнений нет, абсолютно нет. Здесь глава говорит о том, что человек, вот если образно сказать, да, наводит какой-то идеальный, абсолютный порядок в своей жизни. То есть, ну, представьте, строительство дома. Вам дают участок, да, земли. И говорят, вот можешь построить дом. Но на этом участке очень много камней, очень много, может быть, каких-то там опасных, там, не знаю, насекомых, либо змеи там опасные ползают, может быть, какие-то вредоносные, да, там животные находятся. Там есть деревья, которые надо покорчевать. Может быть, там еще кто-то с вами там оспаривает этот участок. И вам, прежде чем строить этот дом, нужно там все почистить, вот прям выровнять землю, избавиться от этого всего вредоносного. И подготовить к тому, чтобы, например, ну вот, котлован рыть, да, либо там фундамент заливать. Вот к этому вы готовитесь. Вот эта глава, она самая вот какая-то быстрая и самая эффективная в вашей жизни. То есть пережили, натерпелись. Теперь навожу порядок, избавляюсь от того, что мне совершенно не нужно, мешает. Становлюсь сильнее и уже иду вперед к тому, о чем там мечтала, чего хотели. Мои хорошие, вот это даже не глава, а как предглава, да, как вступление в главу. Но почему-то у вас так разбили, понимаете, разбили. Без вот этого боя, без этой победы не идет следующая ступенька. Смотрите, в следующей ступеньке два человека объединяются, чтобы вместе идти дорогой жизни. Видите, да? Куда идут? Идут в любовь, идут в чашу, идут в наполненность. Идут туда, где солнце встает, понимаете? К счастью своему идут. Это вы и ваш партнер. У кого-то уже партнер есть, но отношения такие не очень качественные. Ну, я мягко говорю, да?
А у кого-то партнер только лишь появится. Здесь у меня счастливая семья. Вот как ни крути, счастливая семья. И эта семья именно вот классическая, да, где есть там муж, жена, там дети, допустим, да, там другие родственники. То есть если вы сейчас человек без партнера, либо вы смотрите на своего партнера, и он вас, ну, тоже, мягко скажем, бесит. Вы думаете, что, ну, чемодан без ручки. Вот этот чемодан вас очень приятно удивит, когда он станет вовсе не чемоданом, а действительно надежным таким вот прям партнером, я бы даже сказала, ангелом-хранителем вашим. Ну, так вот будете к человеку относиться. То есть здесь счастье будет через очищение, да, наведение порядка в своей жизни, через вот эту вот громкую оглушительную победу над обстоятельствами, над собой, да, вы выходите в счастье, вы выходите в то, чего вы заслужили, в то, что вы искали, и в то, что вы найдете. Мои хорошие, здесь вам придется еще побороться, да, с какими-то и людьми, и с какими-то проблемами. Ничего не бойтесь. Ничего и никого не бойтесь. Вам столько всего вот уже дали, вложили в вас, что ну, просто тут нет вариантов, чтобы вы проиграли. Понимаете? Нет. Этих вариантов нет. И также я хочу сказать людям, кто болеет, либо, ну вот, может быть, кто-то из ваших близких там себя не очень хорошо чувствует. Вот тоже будет очень громкая победа над болезнью, над болячками, над какими-то, может быть, даже вредными привычками. Вот вы победите все и вся. Вот махом как-то, да, один раз махнете мечом, и все ваши там неприятности, враги и прочее, вот просто лягут. Вот у вас идет так. Когда это все произойдет? Ну, я так скажу, время тут нам показали разброс. Но до конца года, вот эту вот первую часть, вот это вступление с боем вы пройдете. Глава ваша настоящая, да, новая глава вашей жизни, она начинается с приходом Нового года. То есть, опять же таки, да, Новый год — это вот начало января, да, опять же, февраль тоже может отыграться. Пожалуйста, это будет новая жизнь. Вот счастливая, стабильная, когда все устаканится, когда все будет ясно, понятно, когда вы спокойны, вы под надежной защитой, вы сами себе, как говорится, хозяин, хозяйка, у вас есть надежный партнер, и вы идете уверенной походкой по жизни, идете и срываете с неба звезды срываете. Это очень классно. То есть ваши мечты и ваши желания вы будете сами себе реализовывать. Вот появятся у вас такие ресурсы, появятся у вас такие возможности, когда вы можете это делать. Так, мои хорошие. Что еще важное, вот я хотела бы вам отметить. Вот в новой главе вашей жизни у вас и вот самоощущение, да, мировоззрение, оно тоже становится другим. Если сейчас вы человек в себе неуверенный, если вы человек, который, ну, опасается, скажем так, да, либо считает, преуменьшает свою роль в жизни, то в новой главе вы вот выходите как повелителем, да, либо хозяйкой, хозяином жизни. То есть человек, который в себе настолько уверен, настолько вот прям вот щелкну пальцем, и все случится. И оно так и будет происходить. Вот что происходит. Магия, ваша внутренняя магия. Творить чудеса, творить благо для себя и для тех, кого вы любите. Это очень классное состояние. И те, кто зашел на эту отсыпочку, мои хорошие, да, многое вам непонятно, многое неясно, кажется вообще невероятным. Но поверьте, вы не случайно сюда пришли. Вы должны были это услышать вот именно сейчас, вот в этот самый момент. Потому что в этом моменте решается ваша судьба. Решается ваш настрой, ваше отношение. Вам нужна была эта поддержка, эта информация. Для многих это просто как белый шум. Да? Ну что-то там женщина поговорила, да, я ее послушала. Ну, сказала, ну что сказала. Вот, ну, поверьте, это все отложится. И в нужный момент вы будете доставать из запасов своих, да, эту информацию,
и вы будете ее использовать, либо она вас будет успокаивать. Мои хорошие, здесь только благостные вести для вас. Ничего не бойтесь, никого не бойтесь. Вас ждет действительно счастье, полноценная жизнь. Жизнь, о которой вы всегда мечтали и какой вы стремились. И эту жизнь вы сами себе создадите своими собственными руками. Вас к этому долго готовили, и вы уже ко всему готовы. Поверьте, тут бояться нечего и некого. Все получится, все будет идеально. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.